Премьеру для своих зрителей подготовил телеканал «Россия. Культура. Башкортостан». Завтра в утреннем эфире стартует авторский проект нашего коллеги Александра Калинченко, посвященный редким музыкальным инструментам. Цикл документальных очерков откроет выпуск, посвященный ятагану – древнему инструменту, который, по мнению некоторых исследователей, когда-то звучал на территории исторической Башкирии. Семиструнный вариант китайского гуджена или японского кота использовался башкирскими сесенами при исполнении эпических сказаний кубаиров. В основу передачи легли интервью с фольклористом и композитором Айратом Кубагушевым, мастером по изготовлению национальных инструментов Гульнур Галимовой, а также единственным в республике музыкантом, играющим на возрожденном ятагане Ильдаром Шакировым. Оценить звучание башкирского инструмента зрители смогут завтра в 8 утра на канале «Россия. Культура. Башкортостан». Над такой темой хочется подумать, хочется разобраться. Потому что инструменты мало того, что редко звучат, многие из них всего по одному представлены в нашей республике. Так о них еще ничего и не известно. Нет информации на русском языке. В этом сложность самая большая. Этимологическая случайность. Название этого инструмента такое же, как у одного из видов холодного оружия. Ятаган еще недавно считался потерянным для башкирской музыки. Своей второй жизнью он обязан научной и общественной деятельности фольклориста и композитора Айрата Кубагушева. Возрождением башкирских музыкальных инструментов я начал заниматься с начала 80-х годов, поскольку до этого никто этим не занимался. В результате я обнаружил множество музыкальных инструментов, которые бытовали раньше. В экспериментальной мастерской при Уфимском институте искусств были восстановлены башкирские варианты таких тюркских инструментов, как кылкубыс и домбра. И что самое важное в контексте нашего сюжета, мастером Гульнур Галимовой был создан первый опытный образец ятагана. Первоначальный вид, конечно же, сейчас он до нас совсем не дошел, поскольку это было потихоньку утеряно. И вот в 93-х годах у нас появился вот интерес, чтобы возродить эти музыкальные инструменты. Аналогичные инструменты сохранились у монголов, бурят, калмыков и некоторых тюркских народов. У казахов – жедеген, у хакасов – читахан, у тувинцев – чадаган. Был такой инструмент и у башкир. Повсеместно, возможно, и не использовался некоторыми сказителями сесенами в исполнении эпических произведений кубаиров. Сейчас Гульнур Галимова заканчивает работу над вторым ятаганом. На нем уже 21 струна, что значительно расширяет возможности инструмента. Работа сложнее, однако мастер уже не чувствует себя первопроходцем, как 7 лет назад. Меня этому никто не учил, и мне приходится вот по описаниям, по видео догадываться и делать. Слава богу, что вот у нас есть исполнитель, мы уже вот с ним уже вместе как бы доводим до усовершенствования. Ильдар Шакир. В 2014-м он организовал музыкальную группу под названием «Ятаган». Первый и пока единственный в республике коллектив, применяющий этот инструмент в своих аранжировках. Со сцены ятаган зазвучал не сразу. 5 лет он пылился на складе Института искусств. Новый инструмент пытались освоить многие студенты, но безуспешно. На самом деле, я просто думаю, что на тот момент инструмент не был готов для исполнения. Чуть динамику добавишь, подставка падает. Потому что по рожке с двух сторон очень
высокие были. Говорят, первый блин комом, так и с ятаганом. Порожки пришлось стачивать минимум на 2 сантиметра. Мастер Гульнур Галимова не хотела нам говорить, но неудачными оказались и первые подставки. Я же женщина, мне же нужна красота. Я вот эти вот места вот такие сделала. Как сапожки русские такие вот. Здесь уже площадь, получается, опоры уже это меньше. И он вот так вот у меня шатался вовсю. В последней доработке нуждается еще и нижняя дека. В ней слишком много резонаторных отверстий. Лишние звуковые окна пока заклеены скотчем. Что же касается верхней деки, то ею можно гордиться. На нее пошла ценная резонансная ель, слои которой сохли не меньше 50 лет. Годовые слои, как бы они очищаются между собой. Смола, она со временем даже не твердеет, это как, почти как стекло должно быть. И за счет этого вот она лучше вибрирует. По просьбе музыканта Гульнур добавила к ятагану еще 2 струны. Изначально их было 7. Именно такое количество указывается в большинстве описаний древних форм инструмента. У казахов это даже заложено в названии. Житыген переводится как 7 струн. Существует такая легенда. В глубокой древности в одном ауле жил старик. Было у него 7 сыновей. Однажды холодной зимой из-за джута, когда скотина гибла от голода, люди остались без еды, и в доме старика поселилось горе. Смерть одного за другим унесла всех сыновей. После ухода каждого сына убитый горем старик натягивал по одной струне на выдолбленный кусок иссохшего дерева. Каждый раз он исполнял новую песню. Извлекая звуки, полные скорби, он показывал образы своих детей. Так, если верить легенде, появился древний казахский инструмент житыген. Ятаган. Так, по мнению фольклористов, назывался башкирский вариант инструмента, чаще всего встречаемого у народов Центральной Азии. Считается, что на территорию России он попал благодаря монголам, которые, в свою очередь, позаимствовали идею у музыкантов Китая. В известном фильме «Орда» Андрея Прошкина есть любопытная сцена. Перед ханом выступает китайский фокусник. Обратите внимание на инструмент, под аккомпанемент которого идет представление. Это гуджен. Его история насчитывает около 2500 тысячелетий. Возможно, именно он стал прародителем всех подобных хордофонов. Профессор Кубагушев называет 2 версии того, как и когда этот инструмент оказался у башкир. Согласно первой, это могло произойти еще до 9 века, когда башкирские племена жили на Алтае, историческом центре тюркских племен. Согласно второй версии, это могло быть гораздо позже. Я считаю так. В XVI веке джунгары, они когда-то жили на Тибете, они оказались в XVI веке рядом с башкирами. И, естественно, этнокультурные были связи, как это в одно время жили так мирно, потом воевали и так далее. Ну, был процесс такой, где-то 1 век они проживали там. Вследствие такого общения продолжительностью в 100 лет, возможно, и оказался инструмент у башкир. К сожалению, первая и вторая версии – лишь предположения. В исторической литературе пока не найдено ни одного прямого свидетельства существования подобного инструмента у башкир. Утверждать мы не сможем, потому что нет такого нигде. Однако есть немало свидетельств и примеров, которые точно подтверждают, что не знать о ятагане башкирские музыканты не могли. В своей книге Айрат Кубагушев пишет о музыкальном инструменте, хранившемся еще до революции в Дашковском музее и принадлежащем когда-то, если верить сопроводительному тексту, казахам, проживавшим в Оренбургской губернии. Еще один пример свидетельства из той же исторической Башкирии мы встречаем в переведенных записях Петра Палласа в книге 1773 года издания под названием «Путешествие по разным провинциям Российской империи». Автор описывает 2 оренбургских форпоста, которые находились по разные стороны речки Камыш-Самары. Это самый широкий, но довольно короткий правый приток Урала. Немаловажная деталь – эти форпосты сменялись лишь раз в год.
Так вот, по правую сторону речки служили башкиры или башкирцы, как их называет автор, по другую сторону калмыки. У них-то и побывал Петр Паллас. Калмыки забавляли нас сперва концертом по их обыкновению. Один играл на турецкой скрипке о 4 струнах, а другой – на достойное примечание флейте, состоящей из высушенного ствола подсолнечника со струнами. Далее он очень подробно описывает эти два инструмента, а вот остальные, к сожалению, просто перечисляет. Кроме сих двух, употребляют калмыки во время веселья бас о 2 струнах, а также лежачую арфу с татарскими гуслями сходственную и по их етяга называемую. Скорее всего, имелось в виду едга. Калмыцкий инструмент один в один по конструкции похожий на ятаган. История не сохранила каких-либо исполнительских традиций, стандартов настройки или игре на ятагане. Поэтому, осваивая инструмент, Эльдар Шакир долго экспериментировал, менял струны, по-разному настраивал, интересовался, как это делается у других народов. Особенность конструкции подобных инструментов позволяет легко менять тональность даже в паузе между произведениями. Ведь чтобы поменять ноту на струне, надо лишь передвинуть подставку под ней. Для игры музыкант активно использует обе руки. Правая извлекает звук, левая служит для создания различных эффектов, обогащающих мелодию. И вот в данный момент я вот сейчас использую как раз-таки флажолет. Сначала идет постепенное, допустим, движение, флажолет. То есть глушка. То есть он звучит как флажолет. Также используются подтяжки. Ну и, конечно же, используется вибрато. То есть мы струну не подтягиваем, просто ее оживляем. Посредством таких приемов игра становится интереснее, богаче и, скажем так, не скучной. Эта рубрика экспериментальная. Герои программы просто играют в свое удовольствие. Правда, мы предупреждаем их, что сделанная запись послужит другому музыканту, как основа для импровизации. Что из этого выйдет, не знает никто.